Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Ключевым арктическим проектом станет Северный морской путь, а главным грузом, который по нему пойдет, будет сжиженный природный газ. Чтобы воплотить эти планы в реальность, власти возьмут за основу механизмы, уже опробированные на Дальнем Востоке. Таковы главные новости первого дня Международного арктического форума «Арктика. Территория диалога», который открылся в Санкт-Петербурге. По Севморпути поплывут и другие грузы. Среди будущих заказчиков на перевозку Ямал-Уголь, проекты «Газпрома», «Роснефти» и других компаний. По словам генерального директора Росатома Алексея Лихачева, к 2024 году грузооборот Севморпути достигнет 92,5 миллионов тонн. Из них на газ придется 41 миллион тонн, на уголь 23 миллиона тонн, на нефть 14 миллионов тонн, на железнодорожные грузы для морского экспорта 8 миллионов тонн. По крайней мере, такие целевые показатели ставит себе госкорпорация в рамках развития инфраструктуры этой транспортной артерии. А Госкомиссия по вопросам развития Арктики на заседании в рамках Арктического форума обсудила возможные варианты предоставления налоговых преференций для реализации проектов в арктической зоне. Один из двух обсуждаемых вариантов с набором льгот для инвесторов будет выбран до конца месяца, сообщил на брифинге вице-премьер Российской Федерации Юрий Трутнев. Он отметил, что на заседании Госкомиссии были обсуждены два варианта предоставления льгот инвесторам. Первый предполагает предоставление преференций на срок от 10 до 15 лет в зависимости от величины проекта и предусматривает нулевые ставки платежей по налогу на прибыль, имущество, землю, налог на добычу полезных ископаемых. Второй проект предусматривает снижение налоговых ставок на весь срок действия проектов, при этом выплата налогов начнется с начала реализации проектов. А тем временем дальнейшее развитие морского порта Тикси в Якутии связано с вопросами обеспечения безопасности Северного морского пути, сообщил на полях Арктического форума глава республики Айсен Николаев. Морской порт Тикси может стать базовой точкой, которая будет обеспечивать безопасность всего Северного морского пути. Порт подходит для этого с точки зрения проведения спасательных операций, наличия служб по метеонаблюдениям за Арктикой, а также развернутой в Тикси группировкой войск. Группировка приобретает в последние годы все большее значение, сказал Николаев. На содержание парка «Живые алмазы Якутии» в этом году «Алроса» направит 4 миллиона рублей. Компания подписала договор о финансовой поддержке одного из лучших социальных проектов компании. Ранее на ее средства для парка были приобретены новые вольеры для медведей и необходимая техника. Природный парк «Живые алмазы Якутии» основан в 2009 году благодаря совместным действиям правительства республики, муниципального образования Мирнинский район и компании «Алроса» с целью сохранения природных экосистем на территории города Мирный. Площадь парка составляет более 32 тысяч гектаров. На территории парка обитают изюбры, яки, бизоны, якутские лошади, пятнистые олени, лось, медведи и многие другие. Животные содержатся в условиях близких к естественным, что позволяет поддерживать популяции редких животных. Так, с момента создания парка у яков в условиях неволи родилось 3 теленка. Парк – одно из немногих мест, где можно не только смотреть, но и кормить и гладить обитателей загонов. В районах с высоким уровнем безработицы, Горном, Оленёкском и Хангаласском дан старт двухгодичному плану трудоустройства сельских жителей. Работу для селян будут находить и в промышленности, и по месту проживания, заявил первый вице-премьер Алексей Стручков. Потенциал проекта достаточно большой. Это прежде всего сфера малого и среднего предпринимательства, развитие сельского хозяйства. Мы в целом удовлетворены итогами пилотного проекта «Занятость на селе», который был реализован в 2018 году на территории Намского улуса, подчеркнул первый вице-премьер правительства Алексей Стручков. Торжественный запуск состоялся в райцентре Горного улуса, селе Бердигистях. Ему предшествовало совещание с участием представителей крупных добывающих компаний, где отмечалась проблема приема на работу жителей из сельскохозяйственных районов по еще одному социальному проекту «Местные кадры в промышленность». На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.